Привет, ребята. Ну что, вроде как налим зашевелился. Прошлая рыбалка, в принципе, меня порадовала. Но я сегодня, ребят, рванул в другое место. Никогда не останавливаюсь на том. Я знаю, что если я стану на ту точку, то, возможно, будет все то же самое. Налим позвенит, но поднялся, ребят, еще выше. И сегодня я на своей любимой точке. Многие, наверное, узнали это место, друзья. Частенько здесь я обитаю. В этом сезоне мы здесь уже жили. 3 ночи, 4 дня. Приезжал Серега. Здесь мы стояли, но налима на тот момент, ребят, не было. Ну а сейчас середина октября, начал шевелиться. В общем, ребят, водичка поднимается. Не знаю, это хорошо или плохо. Ну, с одной стороны, зато перекаты проскальзываю сейчас на ура. Вообще не задеваешь, проскочил. Среди газика спокойненько дошел. Не газую, как бы потихоньку, помаленьку. Сегодня обещают снег, друзья. И с утра была такая погода. Вот ходят тучки, кропалит дождь, потом солнце, кропалит дождь, и вот целый день вот так. А к вечеру, я смотрю, уже показаны снежинки, так что сегодня будет снег и рыбалка в снег, ребята. Погода градусов 6 тепла, ночью будет -1. Я на месте, братцы. Время часа 2, наверное, сегодня немножко пораньше выскочил. Ну, в общем, 3 часа, ребята, у меня есть, чтобы заняться всем этим делом. Поставить палатку, печку, разбросаться по доночкам. Сегодня не брал закидушки, ребят, чисто донки. Перебрал полностью все донки, как я и обещал. Были поводки уже такие крученые. Я полностью поменял сейчас. На работе был, не поленился вообще. То бишь доночки, грубо говоря, новые. Да, смотрю по воде и немножко так для себя понимаю, что вот здесь спокойно я ходил. Проходил в тем корягам, пропиливал даже здесь тропинку. Ребят, смотрите, она затоплена. Она затоплена. А так все вроде в порядке. В тот раз мы здесь оставляли много дров. Давайте поднимемся, посмотрим. У нас обычно я ставлю здесь палатку. Сюда я складывал поленницу. Но смотрю, дрова есть. Но это не мои дрова, ребята. Здесь сушина допилена, смотрю. И костры жгли. Костер жгли прямо вот здесь, где обычно я ставлю палатку. Кто-то прям здесь отдыхал, так скажем. Дров очень много. Чурбанов прям вообще за глаза. Ну вот что-то. Картошку чистили. Я, кстати, здесь подвешивал пакет с продуктами. Пакета, смотрю, нету. Ну, как-то так. В оконцове сушина, смотрю, допилена. Ну и как я вам и говорил, ребята, стоит начать. И вот, пожалуйста, один корень остался. Полностью сушину распилили. Посмотрим, в общем, ребят, что. Палатку куда-нибудь сюда выставлю. Не знаю, костер, конечно, желательно пожечь снизу, побыть у донок. Но, опять же, сегодня, ребят, говорю, будет снег. Как проще, не знаю, погода загонит, не загонит в палатку. Ну, как бы, я насчет этого не переживаю. Налим такая рыба, ребят, то что можно, в принципе, просто ходить и проверять. Мелочь уже отошла. Правда, лещи клюют. Ну, хочу проверить, ребят, эту точку. Я знаю, что здесь должен налим быть. И 3 дня мы здесь с Серегой ночевали. У нас никак не получилось на миногу. Но сегодня я здесь, ребята, и быть рыбалке. А так, покайфуем. Наберется, ребят, ни одного листочка уже. Весь лист опал. Ну, куда-нибудь сюда с боком поставлю палатку. Место уж испортили, конечно. Обычно здесь ставим палатку, потому что мест здесь больше нету ровных, таких нормальных. Ну да ладно. Ладно, разгружаемся, ребят. Чайку попьем с дороги.
Лебеди, ребята. Зима на носу. Лебеди пошли на юг. Хорошо курулкают. В принципе, ребята, все готово у меня. Можно расставляться. Ну, сэкономил по времени, конечно, это, во-первых, дрова уже на месте. Ну, в принципе, я как бы к своим дровам плыл. Ну, шел. Я знал, что тут должны быть дрова, как бы. Так что тут никакая не изба, ребята, это нормально. Это понятно, когда у избы дрова палишь, то надо пилить как бы свои. А тут 3 часа, ребята. Все готово у меня. Можно расставляться. Осталось 2 часа. В общем, говорю, ну, рогатульки готовы, дрова готовы, как бы. Так бы это тоже час времени занимает этим заниматься дровами, еще что-то. А тут классно. Все, ребята. Сегодня опять же на червя. Спасибо пацанам. Пацаны подкопали червей там. Короче, Никитос, там, если будешь смотреть, братан, спасибо за червей. От души. Поближе попробуем. Харик, ребята, самочка. Кокова. Пошла. А вот еще вторая. Вот она осень, ребята. Дичь тоже чувствует зиму. Раз, два, 4, 5, 6, 7, 8. Угу.
Все, ребята, разобрался с доночками. В аккурат 9 штук залезло. Здесь место не такое большое, чтобы прям раскидаться. Но в яме я почистил. Ну, здесь сделал выход так между донками метров 7. 9 штук в аккурат, ребята, залез. Короче, не знаю, пробую вообще даже 10 метров. Ну, 12, там 13 метров ставить. Вот там, эту, допустим, 18, эту 15. Короче, вообще разная дистанция. Посмотрим, что из этого получится. Ну, а так все отлично. Все хорошо, ветер успокоился. Вот поднимался на моторе, был ветер. Сейчас ветра нету. Шикарно стоят, ребят, смотрите. Классика жанра. Ну, дай бог. Буду сидеть, получается, не здесь на песке, а вот буду на обрыве сидеть. Если ветра не будет, то будет слышно хорошо. Кстати, колокольчики вот эти очень хорошо слышно. У меня когда-то были разные. Маленькие, большие. Как бы какие-то слабые я ближе к лагерю ставил, чтобы слышно было. Звонкие подальше. А там бывает, знаете, ребят, чем-то копошься, там дрова рубишь, вот он зынкнул, он и все, и он потом просто качает. Хотя налим может быть хороший. Было и такое. Ну, посмотрим, друзья, посмотрим. В принципе, сегодня прям рановато даже как-то. Ну, поздняя осень. Налим уже, может быть, даже уже и выходить будет. Даже в такое время. Пойдем костерок запалим, чайку попьем. Красота. А уже ближе к сумеркам перезакину. Ох, красота. Косачи вообще, ребята, в дуру дали. Смотрите, сел прям на дерево. В упор. Пушу! Пушу! Вот это осень, ребята. Дичь прям под нос. Смотрите, костер, палатка. А, села. Дурында. Обошла! Что, бесстрашная, что ли, вообще? Смотрите, сидит, ребят. О. Нормально, нет? О, пошла. Села в упор. Палатка стоит, костер. Просто было, можно было сейчас прям в котелок бы упала на ужин как раз. Вот тут березняк, шиповник, ребята. Косача много здесь сейчас. И пока донки ставил, 2 глухарки с леса ушли. Мотор поднимается. Вот я и говорю, ребят, осенью в первую очередь опасно не то, что как бы зверь, не зверь. Он сейчас дурной. Он сейчас готовится к зиме, как бы сейчас все кушают, наедаются. И встреча со зверем, она актуальна, она очень не редкость получается. Не из-за того, то, что как бы зверь там пришел к тебе, а то, что он сейчас, он передвигается сейчас очень мощно. Вот из-за этого. Но эта дурында вообще какая-то бесстрашная. Охренеть, первый раз такое вижу. Что в упор села прям на дерево.
махом потемнело, друзья. Время 5 часов. Ну, в целом, все, начинаем рыбалку. Как обычно, прожектор подвесил. Так, выручает меня по лагерю. Ну, хотя бы что-то видно. Не надо постоянно включать налобный. Ну, в целом, в Арматеке уверен. И мне на рыбалку в таком сильном даже режиме достаточно, чтобы я его даже не выключаю, бывает. С утра крошки не было, ребята. В животе 2 чебурека есть покупные. Быстро согрею сейчас на сковородке. Чайку попью и пойду перезабрасывать. Уже сделаю контрольный заброс. Насажу уже шматки червей и будем ждать. Сейчас согрею, чайку быстро хапнем. А на ужин, не знаю, ребят, кусок мяса взял. Картошка есть. Пожарим. Что-то картохи жареной охота. Блин, ё-моё. Что нам еще надо для счастья? 100 грамм есть, кстати. Не знаю, будет настроение, выпьем. Так, а так пока нормально. Мясо-то хоть есть, нет? Да. Это, конечно, не домашнее. Одно тесто. Ну что, ребята, начнем. Зачем мы сюда приехали? Рыбалку. Рыбалку по налиму. Перезаброшу сейчас. И будем ждать. Тут у меня один поводочек. О, крючки пустые, ребят, смотрите. Крючок пустой. О, это что-то качается. Соседняя. Что-то сидит, что ли, мелкое. О, смотрите, братцы, крючочек-то пустой. Мелочь объела. Ну, по-любому, бельская пилась в яму сейчас. Подлещики, устерки. Опа. Смотрите, братцы, какие черви у меня сегодня. Чернобровые. Шикарные вообще. Монстр прям. Прям монстр, блин. Куда-то вверх ее дал, блин. Верхом как-то получилось. Нормально. Ну, вот он, ребята. Осенний елец. Елец сейчас идет. Жирная рыба. Очень красивая. Вот, бывает. По весне мы его на зимнюю рыбалку ловим очень хорошо. Елец у нас называется. Покойный мык. Ну, в общем, вот эта рыбка. Возьмем такой хороший. Можно пожарить. Ну, короче, вот они сейчас делают вещи. Они сейчас ну вот, друзья, прошелся. Ну, объедено, да, много объедено. Время у нас 5:30. Ждем поклевку. Ждем поклевочку. Ну, ельчики гуляют. Да, мужики вот с понтона, смотрю, рыбачат, ловят на поплавок. Так, штук десяток, 15 там. Ну, они хорошие, что, грамм 130-150. Толстые, жирные. Сейчас жора у него идет. Да, можно будет на лесную речку съездить. Попробовать тоже побаловаться на мотоцикле. Посмотрим, как погода. Сейчас вот с сегодняшнего дня снега обещают. Как что будет. Ну все. Все насадил, все красиво, зацепов нету. Хорошо.
Зарядил, ребята, дождь. Так, терпимо, но монотонный такой. Тем более, мне здесь не час, мне здесь надо сидеть 12 часов, грубо говоря, ночевать. Не знаю. Занес дрова в палатку, чтобы не сырели какие-то вещи. Блин. Неохота, конечно, залазить в палатку. Ну, посмотрим, если не будет успокаиваться, придется, ребят, таки делать. Потому что вот этот бушлат, он как бы теплый. Да, вопросов нету, но если он отсыреет, то это будет хана. Потому что он промокает. У меня есть дождевик, конечно, с собой, но на бушлат он плохо натягивается. Слишком вплотную и неудобно в нем ходить, как скованный ходишь. Я тут еще на открытом месте таком, на бугре, не хотел, конечно, но думаю, дрова здесь уже, что, тогда тут и остановлюсь. Что. Как бы не буду я вниз спускаться. Сижу, тишина, ветерок не поднялся. Ну, с той стороны было, тучи шли, вот, наверное, они и пришли сюда. Как-то так. Ладно. До первого звоночка, наверное, друзья, все равно он должен. Вода поднимается, грязь идет, вот на тех донках крайних там течение уже идет. И ну, немножко трава есть. Ну как грязь, лист, тина такая, ветки какие-то. Все равно, мне кажется, сейчас должен зазвенеть. Прошлую рыбалку, кстати, во сколько? В 6 часов, да, друзья, у нас уже была поклевка. Точно. А время как раз к 6. Да, без 10 причем. Все равно романтика, ребята. Круто. Вот так оказаться на берегу одному. Просидеть ночь, ребята. Я вам скажу, не каждый сможет еще, на самом деле. Вот со стороны кто-то смотрит, все это классно, спокойно, четко, красиво. Ну, поверьте, ребята, почему вот налимятиков нету? Многие просто даже боятся, потому что это реально на самом деле очень тяжело, психологически тяжело. Быть где-то далеко от дома, в лесу, ночью. Чтобы было понимание, тут ходит зверь, ну и вся эта дребуда. Так что психологически на самом деле настрой должен быть прям мощный. Тем более одному. Вдвоем, да, вопросов нету. Все равно разговариваешь туда-сюда. А здесь ты молчишь. Здесь ты молчишь в основном. Думаешь. Какие-то мысли перебираешь. Ну, психология, разгружаешься, вопросов нету. Бошку разгружаешь вообще на раз. Потому что, ну, о чем-то надо думать, правильно? А думаешь о чем? О каких-то проблемах. Причем, наверное, только о проблемах и думаешь, потому что, ну, как с ними потом бороться, правильно? Вот. И с одной стороны это помогает. Вот так съездить. Ну, я просто привыкший, ребят, я уже с таких лет ночую, и как бы для меня это обыденно, это нормально. Ничего такого там я не вижу. Да, и выли волки, и приходили волки, и всяко было. И дожди, и морозы, и снега, и непогода, и бесклёвие. Ну, на то она как бы такая рыбалка, именно ночная. А так, да, просто я вот лично с тремя вот разговариваю, они говорят, Андрюх, блин, я, говорит, честно, говорит, просто мне, говорит, страшно, допустим, даже вот поехать. Боязно. Так что тут еще не каждый просто, ребят, сможет находиться вот так. Но я люблю такую рыбалку. Что-то задувает, ребят. Что-то несет, походу, блин. Я говорю, вечером было так тихо, что как-то странно. Чересчур. Что-то несет.
Что-то, ребят, вообще какой-то дубень. Ветер пошел страшный. Короче, затоплю-ка я, ребят, печерку. Возможно, ужин здесь и приготовлю. Ветрище поднялся. Ну, циклон несет, хотя должен быть снег сегодня. Скорее всего, так и будет. Растопим печечку, ребята. Ну его нафиг. Сидеть там. Тут как раз на обрыве сижу, так такой ветер. Как раз все пронизывает прям. Там бы снизу бы намного спокойнее было. Ладно, палатка есть. Нормально. Палатки спокойненько. Готовим покушать сейчас. Ну, клюнет, что. Мне кажется, далеко не уйдет. Налим такая рыба. Так что его не надо ждать подсекать. Шебуршу, ребята, в палатке. Спустился. Показался, что как будто кто-то звякнул. Какой-то звякнул. А какой? Вот сейчас надо пройтись и посмотреть. Опа. Вот он, ребята. Вот он. Да, это поклевка. Ага. Вот он, ребята. Ага. Ну, есть поклевочка. Все-таки есть. Что, будем брать? Качает. Качает. Чуть не пойму. Опа. Вот так бывает, ребят, смотрите. Была поклевка, качала уже. Но, видать, что-то рановато я, что ли. Да, вот на этот поводок поклевка была. Качала, хорошо уже качала. Вот зараза, а. Видать, только начал жмякать, а я поспешил. Ладно, не наш, значит, был, не наш. Значит, не наш. Ну, уже радует, что есть шевеление, ребята. Да, вот, смотрите, обмякал, хорошо так ожмякал. А я там что-то в палатке. Потом что-то слышу, дзынь-дзынь. Как будто есть. Точно. Спустился, смотрю, качает. Ладно, далеко не уйдет. Здесь все равно будет гулять. Здесь все равно он будет гулять. Смотрите, ребята. Подошел опять к этой, которую вот качала. Смотрите, заклювала. Вернулся, что ли, парень? Вернулся, что ли? И дождь пошел опять как раз. Давай, давай, сейчас спешить не будем. Не, тут он, ребята. О, клюет как. Клюет. Теперь взяли. Теперь наш, ребята. Я говорю, далеко не уйдет. Перезабросил, сходил туда. Ну, слушайте, нормальный налимчик. Первый, ребята. Не крупный, но наш. Опа. Первенький взяли. Не крупный, ребят. Если еще отпустим утром, пока возьмем.
Возвращается и поклевка прямо на глазах, ребят. Прям видел первый удар. Потом он начал трясти. Ну вот прям со звоном так. Не знаю, может и не он. Может вышли на прогулку змеюки. Мелкий тоже, блин, зараза. Жалко таких. Ну если поймаем что-нибудь. Утром отпускаю я вот. Смотрю, которые выживают, так я отпускаю. С них все равно что, понту нету. Но они вкусные, да, сладенькие. Конечно, если там штучки 3-4, то полная сковородка будет. Рыба без костей, без ничего. Ну, они растут. Они растут. Так что таких надо отпускать. Печка разгорелась, ребята. Аж огонь из трубы херачит, блин. Ладненько, пока прикрою. Займемся. Так, ребят, ну что, немножко так вещи покидал, потому что дождь шел. В общем, 8 часов. Вот сейчас 3 поклевки явные были. Одного, походу, изо рта вытащил. Тут же сразу же поклевка, и там что-то позвенело. Ну, я так посмотрел, вроде ничего не качает. Так что нормально. Что, ребят, сегодня хочу, как я говорил, картошки пожарить. Есть у меня еще кусочек мяса, лучок. Я ничего не брал такого. Вот так, ребят, у меня по походному все. Большую сумку с кухни не беру. Тут чисто сахар. Это термос заправить по-любому, потому что за ночь выпиваю. Соль, но она должна быть всегда, и мука. Масло всегда с собой бывает. Поймаешь рыбу и пожаришь. Вот тебе и ужин. Почищу картошки, ребят. И, наверное, прямо на сковородке и пожарю. Точнее, на печке и пожарю. Есть плитка с собой газовая. Костер. В принципе. Но я уже его не поправляю, ребят. Потому что понту нету. Сидеть там все равно невозможно. Холодно. Сильный ветер. А палатка здесь хорошо. Пускай пока вот на открытом, я дверь даже не закрываю. Что там, 2-3 штучки почистить. Кусочек мяса. И достаточно будет перекусить. Картохи прям реально захотелось. Тем более картошка свежая, своя. В этом году, кстати, неплохой урожай, ребят. Ну, с прошлым годом немножко похуже. Хотя у многих плохая картошка в этом году. У нас лично неплохая. Нормально. Картошку убрали. Так что свеженькую. Сейчас почистим. Картошку люблю жареную, конечно. Вот с охотки бывает очень прям охота прям. А так-то сейчас по сезону с грибочками нажарили, ребят, поели. Да. Снежочек жду, ребят. Сегодня обещали снег. Когда он будет? Непонятно. Ночью будет снег, походу. Потому что чувствуется, очень сильно похолодало. И кропалит дождь. Но он сейчас, походу, поменяется на белые мухи. Чищу картошку, ребята, лучок там. Слышу, что-то не могу понять, сквозь ветер. Звон страшный. Пока туда куртку одел, блин, пока туда-сюда выбегая, крайне, ребята, звенит. Вот это. Звенело страшно. Но Налим, походу, на месте. Что-то
Качает вроде. Что-то вроде качает. Да, ребята, вроде что-то на месте. Пока одевался, блин, пока туда-сюда. Что-то я не вовремя ужин, ребят, замутил. Ё-моё, блин. Такую поклевку слил. Была рыба, ребята. Блин, пока это взял, блин. Слил, ребята. Слил я рыбешку. Звенело, блин, страшно. Надо было подсекать. А я тут, блин, пока с камерами настроился, пока туда-сюда. Ну ничего. Дай бог, заберем обратно его. Хорошо клювало. Да, ребята, слил. Ну это моя вообще вина, как бы. Полностью. Он хорошо звенел, вообще страшно. Долго причем. Я пока оделся, пока туда-сюда. Ну и охота же подснять это все дело. Бывает так, что выпускаешь рыбу из-за того, что камеры, оборудование, у меня батарейка еще севшая была, пока поменял, пока выбежал, слил. Смотрю, уже перестал звенеть. Как-то, может, лещ даже хватал. Как-то берет так, не жадно. Ну, слушайте, поклевки вон пошли. А я, блин, расстроился уже весь. Нету, думаю, налима, блин. Ладно, перезакину, ребят, все донки. Так как что-то попахивает поклевками. Забрался в палатку, ребят, опять ливануло. Думаю, блин, вынести, что ли, все опять на улице и там заниматься ужином. Блин, только все вынес, как опять хлебануло, блин. Такими порывами как-то идет. Блин, слил поклевку, жалко, друзья. Хорошая рыба была в любом случае. Потому что звенеть так, блин, ну, прям вообще капитально звенело. Я тут сижу, слышу, бу-бу-бу-бу. Выскочил на улицу. Бу-бу-бу-бу. Блин, думаю, что, фонарик, думаю, все надо. Бушла, думаю, одену, блин. Холодно на улице, очень холодно. Пока одевался, он звенел, все, блин. Пока туда-сюда вспомнил, что у меня батарейка садится на камере. Блин, пока поменял, спустился, он еще звенел, и я уже увидел, что это крайняя донка. Подошел, и вот он что-то бук, и все, жик, провис. Вот и все. Ну, не будем переживать, значит не наш. Ладно, братцы, будем продолжать готовить ужин. Время уже 9, а мы еще, как говорится, ладно, ставим сковородочку на печку. Приготовим сегодня на печурке, ребят. Кстати, с одной стороны, как удобно. Особенно вот когда зимой, да? Это сейчас можно где-то на костерке что-то еще. А вот зимой живешь на льду. О, какой, ребята, красивый у меня кусочек есть. Не знаю, что-то многовато будет мне одному-то. Особенно, когда еще лунки в прям палатке, допустим, да, сидеть рыбачить. Ну, вообще великолепно. Поставил что-нибудь на сковородочке, там жарится. Сидишь, рыбачишь. Радио какое-нибудь там жужжит по духам. Вот это да. Это дорогого стоит, конечно. Еще замороженное еще. Зато режется. Обрабатываться хорошо. Жирком сейчас сделаем зажарочку. Лучок, ребята. 3 картошки туда. О, блин, а вот сейчас жариться будет. Я вообще ничего не услышал, блин. Ё-моё. Ладно, ребят. Вообще ливануло, друзья. Вообще ливануло в палатке хорошо.
Тепло, Ташкент. Красота. Ну вот он, ребята. Вот родной. Покрополил снежочек. Ну, дождался я его. Правда, еще он мокрый. С дождем, но это уже снег, ребята. Здравствуй, снежочек. А у нас все нормально. Да, был шанс поймать налима, но точнее он еще есть. Непогода. Все как мы любим. Приключения, ребята. Таежные. Красота. Все равно какие-то прелести, красоты. Пошел снег, ребята. С дождем, правда, еще, но такой покрополил. Наверное, завтра будет белым-бело все. Палатки, красота, ребят. Вообще. Знаете, даже бывает вот как-то лично по мне, я вот наоборот кайфую, когда за бортом непогода, там ураган, допустим, дождь, а ты вот в таком маленьком укрытии, и у тебя все хорошо. Блин, не знаю, ребят, я, знаете, вот прям как-то вот аж как будто радостно становится, что ли. Ну, не знаю, вот такие эмоции у меня. Просто делюсь своими эмоциями, ребят, вот, что вообще происходит. Время к 10, картошечка жарится. Налью, ребята, я себе 5 капель. Настроение что-то хорошее стало какое-то, не знаю. Даже вот то, что поклевку слил, я знаю, что там рыба хорошая была, ребят. Но я доночник, ребят, понимаете? Я слышал, что как он звенел. Просто вот в такой натяг. И колокольчик просто, знаете, он аж замирает. И не то, что там, а вот так, знаете, вот это в таком натяжении он все стояло. Я тут быстро и слил. И не переживай. Рыбалки, ребят, не в том тоже, как бы, кайф доставания рыбы там одну за одной. Вот, романтика, ребята, романтика, одиночка. Блин, это круто, реально, на самом деле. Налью, ребята, 5 капель. И хочу выпить за вас. Выпить за вас, за дружбу, за мир во всем мире. Будем? Холодная. Лежала на улице. Ну сейчас скоро картошечка будет. Вот так вот. Готово, ребята. Будем кушать. Зажаристая, друзья. Смотрите, какая с лучком, с мяском. О, прелесть. Ну, попробую, что получилось. Для одного то, что нужно, больше не надо. Я, кстати, хлеб забыл, ребята. Чебуреки-то заходил, взял, а хлеб-то не взял, блин. Придется без хлеба. Ну ладно. Мы, говорит, эти кушаем, говорит, икру, говорит, без хлеба, да? Бутерброды. Ну ладно. Приятного аппетита, ребята. Сейчас перекушу и пройду, посмотрю донышки. Сейчас выходил, правда, когда жарил. Выходил, так прислушивался. Картошка шумит, не слышно. Выйду так, посмотрю. Фонарик хорошо светит, с обрыва видно. Ну, крайние 5 донок видно сразу. Вот выход был 8 часов, ребят. 4 поклевки. Один небольшой. Я тут что-то, не знаю, вырвал. Там дзын. И хорошая поклевка. Вот и все. Это называется выход, да, вечерний.
Как правило, он так и есть, как бы. Но я, блин, дурак. Что-то с ужином тут замутился, блин, с этой палаткой. Надо было ждать, сидеть. Вот почему не люблю, ребята, я в палатке сидеть. Надо, ну, люблю возле донок обитать. Чтоб если какие-то действия сразу, моментально ты берешь. Ну, как-то так. Ладно, братцы, всем приятного. Конечно, по картошечке. Зажаристая. Красота. Вот бывает картошки охота и все. Не знаю, как кому, ребят, но потому что с детства много часто кушали жареную картошку. И люблю очень жареную картошку. Давайте еще стопочку. Под ужин, так скажем. И пойдем просмотрим. Время у нас 10 часов ровно. Дай бог еще будет. Ну что, господа, 10:30. Ветер успокоился. Дождь со снегом прошел. Был сырой снег с дождем. Как раз сидел в палатке, кушал. И смотрю, вышел, ребят, разъяснило все. Вообще, звезды повыходили. Мороз, короче, ребят. Мороз давит. Но я на проверку. Костерок здесь у меня шает, остатки. Но я больше не буду подкидывать. Не буду палить дрова здесь. Пускай уже догорает в целом. А так у меня печка топится и нормально. Да, звезды, ребят, смотрите. Надо будет червя потом занести. Так как сейчас это... А, вон, ребят, смотрите. Уже лед. Видите, как все это быстро. Бам-бам. И все. Что у нас с водкой? А, вон, ребят, смотрите. Прошел сырой снег с дождем. И все. Все замерзло. Все заледенело. О, смотрите. Вот так вот. Я вот про что и говорю. Частенько попадаешь, когда обычно после того колокольчики не звенят. Они замерзают просто. Вообще все выяснило. Столько звезд. Полярочка. Ковшики на месте все. Так я их называю. Да, червя надо занести, ребят, будет в палатку. Покушал прелестно. Вот на эту донку, кстати, была поклевка. Бешеная. Ладно, ребят, я пройдусь. Перезаряжу. Так, обстановочку сменим. Да, и смотрите, какая тишина, ребят. Тайга просто замерла. Вот, блин, просто погода меняется каждые полчаса, блин. В 8 часов выходил, да, зараза. Немножко выходил, позвенел. И все, и куда-то опять ушел. Ну, ночь у нас еще впереди. До часу, до двух пободаемся. Просто единственный момент, то, что будем сидеть в палатке и кайфовать, отдыхать. Книжка у меня закачана есть. Почитаю, поваляюсь. Что-то в районе нуля, ребят.
минуса одного уже. Ребята, хорошо прилечь. Ай, классно. Что тут у меня? Шикарно, ребят. Несмотря на холодную погоду, в палатке реально комфортно еще. Ну, земля, ребят, уже холодная. Земля уже остыла. Так что уже коврики на грани, мне кажется. Потому что почки можно оставить вообще вот на раз-два. Потому что вот лежу сейчас и чувствую, что подтаскивает немножко со стороны. Тут тянет немножко, тут тянет. Земля холодная. В спальнике-то, конечно, нормально будет. Я еще без спальника. Потому что еще выходить собираюсь, так что полежу, почитаю. Блин, нет звоночков, ребят, нет. Что-то не понравилось ему. Что-то он выскакивал, показал себя. И все. Что-то не понравилось. А что? Погода. Погода играет, да. Ладно. Видали, ребята? Щука стояла здесь. Небольшая, конечно. Вот она, короче, сейчас вся на мели, рыба. Щучка выходит такая, не большенькая, конечно. Доброе утро, ребята. Ну вот, наступило утро, рассвело. Сильный холодный ветер. Где-то, наверное, с 6, наверное, утра начался. Вообще прям аж такие порывы серьезные. Потихоньку, ребят, начинают сборы. Ну, еще донки ничего не проверял, просто сейчас небольшой марафет в палатке. Соберу вещи, повыношу все. Поспал с утра, конечно, хорошо. В палатке стало тепло, земля прогрелась, и вообще, ребята, изумительно. Я даже в спальник не залазил, просто укрывался. Великолепно. В общем, у меня ушло 1,5 чурки. Это я начал топить печку, грубо говоря, с 4 вечера. И вот сейчас 8 утра, она до сих пор топится. 1,5 чурбана, ребят, вполне достаточно. Нормально и готовить, и спать, и... В общем, это не особо много, мне кажется.
Ладно, ребята, что, будем собираться. Глянем, конечно, по доночкам. Ну, навряд ли что-то с утра выскочило. Так как ходил, проверял. Наверное, нет. Ну, так бывает, ребят. Это нормально. Это нормально. Хоть и налим пошел, но здесь что-то как-то, что-то ему не понравилось. Смена погоды. Кстати, крополит мелкий снег. Но обильного снега такого нету, но он идет. Я, ребят, собираюсь. Потихоньку, помаленьку. Верхнее колено, друзья. Ну, те как бы прямые, вот огонь работает и такого нету. А вот на верхнем колене, смотрите, вот такой нагар. Вот такой нагар. Вот так чуть-чуть почистил. Но это не за эту рыбалку, это за последние рыбалки. Так просто для себя немножко. Просто многие спрашивают, Андрюх, какую печку взять. Вот, ребят, по трубе сразу смотрите. Чем будете отапливать, соответственно. А тех же брикетов тоже. Нагара тоже немало, друзья. Там вообще химия. Чуть-чуть так почистил и все. Ну, допустим, на прямых, вот непосредственно от печки идет, видите, она абсолютно чистая. Ох, какой снежочек повалил, ребята. Так ж хлопьями идет. Зима. Зима, ребята. Настает зима. Ну вот. Поводочка готова. Вчера, кстати, ребят, на эту донку было 3 поклевки. Одного налимчика мы на него поймали. Вот при ямке она стоит, получается. Я ее специально подальше забросил. Ну вот еще один засранец. Все-таки утром выскочили они. Ой, какой худущий-то, блин, а. Ё-моё. Подожди, братик. Подожди-ка. Сейчас мы попробуем все красиво сделать. Только дай мне это сделать, ладно? Я понимаю, что заглотил. Ох ты как хорошо. Опа, ребят, что-то тут рядышком звенит. Брат, извини. Отойдешь, мне кажется, нормально все будет. Язык, конечно, хорошо у него воткнул, блин. Что-то следующее, ребят, подзинкивает. Вот приямок это сработал, что ли. Ну и вчера мощная поклевка была вот на ту возле лодки, которая. Да, что-то, смотрите, ребят, подкачивает. Ага, смотрите. О, да ладно. Прям так подкачивает. Прям хорошо подкачивает. Ладно, потом снимем, если что. Угу. Окунечек, горбуночек. Вот это хорошо рядышком попался. Давай, брат, иди. Иди домой. Эх. Рыбка, рыбалочка. Куда-то затащил, ребята. Какая-то рыба. Подлещик. Подлещик все-таки, друзья. Короче, примерно расположение, ребят, я представляю. Кидал вот туда, а вот по эхолоту, когда ходили, вот там бель крутится с травы. И в целом с той стороны надо покидать. Небольшой засранец. Вот такая рыбка. Так, друзья, ну что, все, доночки собрал.
в Оконцове. В Оконцове. Ну, налимчик живой, ребят, хорошо. Как я обещал, я его отпускаю. Заводил-ка. Ну, какой дерзкий парень. Вчера меня порадовал поклевкой. Звенел так четко. Ну, что ты. Ладно, сделаем по-другому. Так, не хотишь? Сделаем так. Елец, ребята. Кошки у меня не стало, которая сейчас стала кушать рыбу. Ельчика я отпускаю. Налемяха, подрастай, брат. Ну, а с тобой, друг, что делать? Расти до 2,5 килограмм, который попался в прошлую рыбалку, кто смотрел, ребята. В общем, рыбку отпустил. Ну, что с этой рыбкой делать? Понятное дело, что сегодня я ни с чем. Рыбку свежую поели сейчас. Так что река еще даст, ребята. Никогда не надо жадничать. Река даст, все равно еще даст. Ну что? Оба! Греемся. Давай, родной. Твой выход. Все, друзья, греюсь и вперед до дому. Очередная ночевочка, это как разведка, ребят. Все-таки разведал это место, но место что-то как-то стало угасать. 2 года назад, ребята, когда я здесь начал рыбачить, была вот такая рыбалка по налиму. Здесь были у меня первые трофеи осенние. Ну, сами все видели. 8 вечера была какая-то хорошая поклевка. Ну, рядом Донка показала, что подлещик, там как раз выход в яму. Скорее всего, там стоит бель, и это, возможно, какой-то лещ клювал. Скорее всего, потому что трес не по-детски. В общем, сегодня, ребят, пустой. Ну, рыбалка не может быть неудачной, правильно? Поночевали, идиллия, красота, ребят. Погода, конечно, прохладно, снежочек. Но это не помешает продвигаться дальше. Как минимум на пару рыбалок еще есть червя. И, скорее всего, ребят, следующий выход поедем в другое место. В общем, все, братцы, греюсь и до дому. Потихоньку спущусь, побалдею, потому что красоты, ребята, они, конечно, красивые. В общем, ребят, пока буду спускаться, предлагаю перейти по ссылке и посмотреть ролик по налиму, ребята, у моих друзей. Канал называется «Рыбалка с Яной и Лешей». Такой семейный канал, ребята, знаете, и вот я вот люблю такие фильмы, которые не только вот рыбалка, а в целом идиллия семейная, отдых, палатка, костерочек, приготовка еды, это прям дорогого стоит. И в целом я сегодня не могу сказать, что рыбалка неудачная. Она не может быть неудачной, ребят. Выход был, разведку провел, для себя отложил, это самое главное. В общем, ребят, ссылочка на ребят в описании. Заходите, наведите активность, передавайте приветы. Ну, а я погнал, ребята. Спасибо, местечко. Выдвигаемся. Пока.